Совсем скоро начнется учебный год. Мальчишки и девчонки, отдохнувшие, чуточку повзрослевшие и неуловимо изменившиеся, вернутся в классы. Путешествия и приключения, игры, экскурсии, прогулки и походы, наверное, каждому школьнику будет о чем рассказать приятелям. В последние 2 года в организацию летнего отдыха серьезные коррективы вносила пандемия. И на лето 2022-го большие надежды возлагали не только дети, но и их родители. И эти надежды оправдались. За 3 месяца организованным отдыхом были охвачены порядка 4000 детей и подростков. На территории Алданского района в первую смену успешно реализовали программу летнего отдыха 19 лагерей дневного пребывания. 1 загородный лагерь «Берег Дружбы», а также круглосуточный лагерь коррекционной школы в поселке Нижний Куранах. В июне лагеря дневного пребывания открылись при 19 учреждениях образования, а в июле работу продолжили 5 площадок. В последний месяц лета ребят принимает площадка, действующая при лыжной базе «Снежинка». Также 3-я смена идет в лагере круглосуточного пребывания при детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. В рамках летней оздоровительной кампании лыжников, пловцов и биатлонистов у нас организован летний лагерь. 3 сезона, июнь, июль, августа, по 100 человек у нас спортсменов заселяется, и школьников имеется в виду, и повышают свое спортивное мастерство. Порядка 400 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет уходящим летом отдохнули в оздоровительном лагере города Томот «Берег Дружбы». Сезон проходил в 2 смены. Целебный воздух соснового бора, 5-разовое питание, активные игры. Лагерь на берегу Алдана остается любимым местом отдыха для многих поколений школьников. Как тебя относятся твои вожатые и воспитатели? Меня зовут Дина, мне 8 лет. А наши вожатые и воспитатели часто заставляют нас голодать. Вы это вырежете, да? Да. Это кадры фильма о буднях Томотского лагеря. Сценаристами, режиссерами и актерами кинокартины стали ребята. Новые друзья, занятия в кружках по интересам, походы в клуб и ежевечерние дискотеки. Каждый день для школьников был наполнен массой увлекательных забав и незабываемых приколов. Вы же это вырежете, да? Конечно, да, вырежем. В начале августа детвора попрощалась с лагерем. Сезон завершился, на аллеях стих веселый смех и растаяло задорное разноголосье. Однако многие ребята твердо решили вновь встретиться с друзьями на берегу Дружбы в следующем году. Мероприятия были вообще все очень интересные. Дети с интересом участвовали. Им все это нравилось. Вообще в лагере было очень-очень-очень хорошо, честно говоря. С погодой. И погода хорошая была. Как раз повезло нам. Именно все было хорошо. Конечная остановка – Алдан, площадь Ленина. Вернувшихся из Томота ребят пришли встречать мамы, папы, бабушки и дедушки. А мальчишки и девчонки, тепло попрощавшись с друзьями и педагогами, торопились поделиться с близкими впечатлениями об отдыхе. Ой, отлично. Прошел сезон. Мероприятий очень много было. Все довольны, купались вдоволь. 2 недели не выходя из бассейна. Так что отлично было все. Поводом к расслаблению и безделью каникулы вовсе не стали для юных каратистов. Напротив, летние месяцы дали ребятам возможность отточить опыт и повысить спортивное мастерство. В течение 3 месяцев у спортсменов несколько раз проводились сборы. Пользу учебных тренировок переоценить невозможно, ведь именно на занятиях закладывается ресурс для успешного выступления на соревнованиях. Сборы проходили как в Алдане, так и с выездом за пределы республики. Это кадры одной из тренировок всероссийских сборов по карате до Киокушинкай, прошедших в Крыму. В них приняли участие порядка 4,5 сотен спортсменов. В алданскую команду вошли 5 человек. Учебные тренировки были рассчитаны на 7 дней. Акцент ставился как на теорию, так и на оттачивание практического мастерства. А по итогам сборов мастерская степень была присвоена алданскому тренеру Сергею Новоселову. Он стал обладателем черного пояса.
В одно время проходили тренировки на 19 площадках, и спортсмены, и тренера, преподаватели сами выбирали, куда им идти, где принимать участие. И по итогам 7-го дня была сдача на пояса, на ученические пояса, на мастерские пояса. И по итогам экзаменов наш тренер-преподаватель Новоселов Сергей Николаевич сдал на мастерскую степень черный пояс, первый дан. Режим сборов послаблений не предусматривал, и нежиться под южным солнцем ребятам было некогда. Пора отдыха и культурной программы настала по завершении тренировок. Еще мы остались на 2 дня, чтобы отдохнуть. Как раз исходили на экскурсию, потому что не все дети путешествуют по такой географии. И, конечно, отдохнули, покупались. Там же, в Крыму, руководством Алданской Федерации совместно с куратором-сенсеем было принято решение об организации тренировочной базы в Тамоте, где в летний период юные каратисты смогут отрабатывать навыки до Кеокешункай. Мы хотим перенести вот этот лагерь летних сборов в Крыму сюда, к нам в город. У нас уже занимается по городу около 120 спортсменов. И по разным причинам не всем удобно выезжать, тем более ехать в Крым. Вот, мы хотим сделать аналог таких же сборов. Идея об открытии спортивного лагеря тренерами юных каратистов была воплощена в жизнь по возвращении домой. И вскоре ребята отправились на берег реки Алдан. Спортивный лагерь был образован на одной из баз отдыха неподалеку от города Тамот. Тот багаж знаний, который мы приобрели на вот этих вот сборах, мы реализовали здесь их. Это первые сборы лагеря, которые мы проводили. Было по 2, по 3 тренировки. Мы разобрали техническую часть, досуговые мероприятия, тренировки на природе, тренировки в речке. Это было все интересно. Часть ребят наших готовится к сдаче на свой очередной пояс, а часть ребят, у них были предсезонные сборы. В практиках до Кеокешункай ребята совершенствовались в течение 4 дней. Как и на крымских сборах, в Тамоте юным спортсменам расслабляться не пришлось. Самое интересное то, что это, конечно, в первую очередь были сборы, это были тренировки, это были общения с командами, но все приехали отдохнувшие, потому что это природа, это тренировка на речке, это питание, это какое-то неформальное общение с тренерами между командой. Хоть нагрузка была достаточно серьезная, но все зарядились энергией. Первый опыт работы вновь открывшегося лагеря оказался успешным. Тренировки прошли продуктивно. В перспективе учебная база станет действовать каждое лето, где постигать практики карате до Кеокешункай смогут ребята не только из Алдана, но и со всей Якутии. Это был пилотный проект. В планах сделать его республиканским. На следующий год уже планируют принять участие ребята по Якутии и по Якутской Федерации и ребята с Амурской области. В середине августа алданцы вновь отправились на всероссийские сборы, на этот раз в Москву. По мнению спортсменов, наращивание опыта отнюдь не будет лишним, а освоенные передовые практики очень пригодятся. Спортивный сезон 2022-2023 обещает стать насыщенным и напряженным. Масштабную разноплановую работу по организации детского досуга проводят педагоги и специалисты Алданского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Мероприятия нацелены как на интеллектуально-творческое развитие и пропаганду здорового образа жизни, так и на укрепление семейных отношений. В ряде проектов вместе с детьми принимают участие родители. Викторины, соревнования, конкурсы, встречи с интересными людьми в центре проходят в течение всего года. Потянулись вверх, потолок, наклон вниз. Макушкой потянулись вперед. Отлично. Совершенствуя тело, достичь душевного равновесия и гармонии с окружающим миром. Такова была основная задача мастер-класса, проведенного для юных алданцев учителем йоги Эвелиной Галаховой. В необычной тренировке необычными оказались и упражнения, которые называются асанами. Выполняя их, ребята перевоплощались в сильных тигров и быстрых птиц, в гибких кошек, ловких обезьян и чутких собак. Конечно же, был от детей отклик, очень хороший. Мне самой понравилось, я получила заряд положительных эмоций.
Мастер-класс по йоге был приурочен ко Дню борьбы против рака легких, который отмечается в первый день последнего месяца лета. В беседе с юными слушателями Эвелина подчеркнула, скрытые физические и духовные резервы имеются в каждом человеке. Для того, чтобы раскрыть потенциал, в первую очередь необходимо сказать «нет» вредным привычкам и «да» здоровому образу жизни. Мы хотели для детей донести особую мысль, идею о том, что нужно придерживаться здорового образа жизни, уходить от вредных привычек и уже с детства задумываться о том, что нас окружает. Уже в самом начале тренировки юные слушатели поняли, чтобы правильно выполнить то или иное упражнение, требуется приложить немало усилий. Впрочем, трудности ребят не испугали и не оттолкнули. Предложенные инструктором практики дети выполняли с удовольствием и энтузиазмом. Таким образом, после проведенного мастер-класса для юных алданцев, армия поклонников йоги и поборников здорового образа жизни увеличилась. Были восторженные аплодисменты после того, как дети попробовали сначала себя в асанах, а потом уже, когда Эвелина демонстрировала свою практику, дети уже осознанно понимали, что это очень сложно. И после ее завершения были громкие аплодисменты, улыбки, смех, была вовлеченность, обратная связь. Эвелина Галахова – преподаватель физической культуры и адаптивной физкультуры. Открыв для себя йогу сравнительно недавно, девушка постоянно совершенствуется в данном направлении. Летом Эвелина начала проводить тренировки с элементами духовных, психических и физических практик для взрослых. Йогой всерьез увлеклись многие алданцы. Здесь вообще по России, по всему миру растет сейчас тенденция йоги, и так как у нас это слабо развитое направление, хочется его развивать. Пожалуй, наиболее невероятным и ярким элементом мастер-класса для детей стало гвоздистояние. Эвелина приготовила для слушателей 2 вида гвоздей, более и менее острых. Прежде чем стать на доски садху, ребята под руководством учителя освоили технику гвоздистояния, включающую обязательную разминку, верный ритм дыхания и неторопливость, как при вставании на доски, так и при схождении с них. И на выдохе посередине ставим 1 ступню и 2 ступню. Я встала на одни из гвоздей, мне было не больно, как будто был массаж. Потом я с легкостью стояла на первых гвоздях, на вторых было вставать сложнее, острее. Потом я встала. Больше понравилось стоять на гвоздях, но не на острых, потому что когда я хотела встать на острые, когда я стала одной ногой, мне было больно, а если стать всем весом, будет еще больнее. Заключительным моментом мастер-класса стал асан на релаксацию. Эта техника тоже оказалась непростой. Слушателям предстояло полностью отключиться от внешних факторов и заставить расслабиться каждую клеточку тела. Лучший отдых, как известно, это не только смена деятельности. Это укрепление здоровья, всестороннее развитие и многообразие впечатлений. А лучшие каникулы – это время, проведенное с удовольствием и с пользой.